Это все потому, что я девочка, да? Почему я должна ходить, смотреть за тобой? Я тебе не мама, я не буду тебя больше готовить. Я вообще тебя видеть не хочу. Я больше не буду терпеть своих друзей. Вас, ваши шовинистские взгляды и ваших тупых подруг вообще все не надоело. Я так больше не могу! Да таких, как ты, в этом городе миллион. Одна не останусь. Тут всего 1 миллион жителей, дура. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Город надежды, город моей мечты, город моей страсти, моя малышка Би. Здесь экстази мьюзик вводит всех в экстаз. Город, где все взгляды обращены на нас. Я как рыба в воде на его территории. Здесь моя жизнь и еще миллионы историй. В окружении горы, каменных кварталов. Мы продолжаем делать так, чтобы всех качало. Мы как хедлайнеры создаем движение. Этот город выбрал нас, мы голос поколения. И за доверие мы в долгу перед ним. Я знаю, лучшие дни будут впереди. По этим улицам гуляют лишь красивые леди. Они дадут фору остальным красоткам планеты. И в мире нет лучшего места для меня. Моя малышка Би, я люблю Городской тебя. шум, 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 не заглушить мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум. Привет, столица! Это была малышка Би. Ты слушаешь Слав радио твоей мечты. С тобой Ира Кокс. Будь настроен на любовь. Оставайся здесь и узнаешь много нового и интересного. Ну, и чё? Ну и пошли его. О чем с балаболами разговаривать? Таких людей надо бортовать еще на подходах. Объясни этому двоечнику, что там серьезные люди. Короче, ему не по трассе с нами. В общем, давай, увидимся. У меня братуха с Лондона прилетел. Я пару дней пока на каникулах. Кого это ты так? Да завелся там один. Строит из себя больше, чем он есть на самом деле. Таких не перевариваю. А чё, я не прав, что ли? Пацан обещает и не делает. Ну почему же не прав? Прав, конечно. Ух! Опа! Да ладно! Братан, кто такие? Свои, расслабься. Какие люди! Да ну, кто приехал? О чем молчишь-то? Не молчу, приехал. Не, ну ты красавчик, приехал и шифруешься. А где мой вискарь шотландский? Шарфик Челси. Да я вчера только прилетел, не отоспался даже. На том свете отоспишься, братан. Шарфик Челси? Это в интернете заказать можно. А вот вискарь... Шотландский? Гренландский, лапландский и любой другой я могу выкатить прямо сегодня вечером. Серьезно. Давайте посидим, братухи велком сделаем. Ну как? Ну от такого предложения кто откажется? Скинь смс-кой, куда и во сколько, но мы и подкатим с ним. Да хорош, братец, это я проставляться должен. Вот что я люблю в этом парне с детства, так это скромность. Скромняга да нельзя. Короче, часиков 9-10 я уточню попозже. Номер у тебя есть? Есть. Тот же? 10 лет как тот же. Телефон я знаю, что 10 последних лет тот же. Номер тот же. Давай, до связи.
минутки. Девушки кусают губки, трясутся мини-юбки, качают эти звуки, кидайте в воздух руки. В тачке или в клубе взрывайте наши люди, взрывайте наши люди, взрывайте, 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 Сегодня вообще-то классно. А где ребята? А вон они. Девчонки, вы идите, мы вас догоним. Ладно. Ух, наигрались. Кстати, сколько ты сегодня паров забил? Да блин, посеял я свою клюшку по пьяни. Теперь приходится ширпотребом играть. Брат, плохому танцору всегда что-то мешает. Они мне никогда не мешают. Так, с вас 13500, пожалуйста. Да оставь, расслабься. Я прошу прощения, но мы не принимаем MasterCard, только визу. Блин, так неудобно, хотел тебя угостить. Это тебе не Дубай. Да без проблем, брат. Спасибо. Классно отдохнули. В общем, вы пока едьте, а мы переодеться, ладно? Хорошо, обязательно. Пока. До встречи. Девочки, ночью танцуем ламбаду. Лохи танцуют ламбаду, а мы танцуем кукарачу. Кстати, нужно переодеться, Самир до скольки работает? Часиков до 7, по-моему. Тебе что, надеть нечего? Да в чемоданах все. Ну, двинули тогда. Поехали. А на Мальдивах Маргариту уже никто не пьет. Это считается мувитон. Какой тон? Ты что, не знаешь, что такое мувитон? Это когда никто так не делает. Ну, видимо, нет. Я просто думала, что ездить на Мальдивы это моветон. Поэтому я туда и не езжу. И куда же вы ездите? Я отдыхаю на Гоа. Ну да, то-то я смотрю, загарчик у вас ничего. Короче, топим мы с кентом на Брабусе по объездной. И перед нами Бэха, М5. А там тёлки. Вот с такими сиськами. Ты просто не представляешь. Что там, Бэха? С сиськами? С какими сиськами? С номерами российскими. С номерами российскими. Ну и как, догнали? Мы думаем, да ну, нафиг надо. Конечно, догнали.
заобщались. А зачем вы с ними общались? Мы просто решили показать кыргызское гостеприимство. Ну, и показать, что у нас тут есть. Показали? А номера почему российские? В смысле? Ну ты же только что сказал. Ну, потому что там флаг российский. А зачем им на номера флаги вешать? Вы, наверное, Гоа бываете чаще, чем в России. Я в России была, только в Москве и в Киеве. Да это все равно все из-за бабок. Ну не знаю, может у тебя все из-за бабок, но лично я уверена, что люди могут любить по-настоящему и бескорыстно. Редко. И то, если они одного поля ягоды. А если они из разных слоев общества, то сразу до свидания. Ну не знаю. Вот смотри, была бы вон та с вон тем бы. Если бы он не водил бы ее по клубам и ресторанам, а просто угощал бы на лавочке чебуреками, а потом пешочком до дома. Ну она? Не знаю. Лично я со своим пусиком не из-за клубов и ресторанов. Клубы, так клубы, а чебуреки, так чебуреки. Что, если у человека денег нет, он что, уже не человек? Человек, но другой. Чем же он другой? Да хотя бы тем, что у него денег нет. Не знаю, лично мне деньги по барабану. Я смотрю глубже, в душу, а не в кошелек. Сколько вы вместе? Это тут при чем? Владик, братан, сколько вы вместе? Месяц. Месяц? Что? Слушай, а ты правда была на Гоа? А ты правда умеешь любить бескорыстно? А ты чем занимаешься? Занимаются сексом, а я из поколения, кто создает движение. И даже стихи пишешь? И стихи тоже. Кстати, есть желание с сети познакомиться? А кто это? Ты чё, брат, сети не знаешь? Не знаю. Бонни Клайд, год 2005, не помнишь? Нет. Это же наш с тобой 3-й курс. А ты чё, брат, меня же здесь не Подожди. было. Ну вот так вот мы тусим, значит. Салам, Чика. Салам. Помнишь меня? Не. Мы как-то с Аликом заезжали к тебе. А, да. Ты еще говорил, уезжаешь куда-то. Но это не важно. Ко мне друг с Англии прилетел. Мы, в общем говоря, хотели, чтобы ты подошел, сел к нам, пообщался с нами. Как ты на это смотришь? Да, конечно, только ненадолго, я немного спешу. Все, базару нет. Салам. What's up? Как дела? Ну я знаю твою песню Бонни и Клайд. Но я слышала, рэперы проверяются фристайлом. Ну чё, вам зачитать что-нибудь? Да, давай. Делай. Ну про чё зачитать? Ну, про тусовку, например. Ночные огни манят молодежь в клубы. Кто-то на тусовках, а кто-то решает судьбы. Стоит где-то засветиться, уже большие люди. Про корову. Здесь движение определяет, сколько ты стоишь. Ведь дело не в корове, а в том, как ты ее доешь. Жизнь по понятиям, следи внимательно. Каждый шаг должен быть продуман основательно. Ну-ка, давай про город. В моей столице, в городе контрастов, здесь тусуют разные мажоры и ловеласы. Ну-ка, про девчонок. Но эти девушки с ними просчитали все наперед. Ведь для них важны не вы, а ваш банковский счет. Счет. Чё? Счет вы же просили принести. На. Извините, но эта карточка недействительна. Как не действительно? Чё, нормально все? Да все нормально. На эту. Секунду. Извините, но эта карточка тоже недействительна. Как не действительно? Скажи Бахе, пусть разберется. А Бахтияр у нас больше не работает. Как не работает? Ты что, новенький здесь? Да, я новенький. Дай-ка сюда. На, возьми. Все, Спасибо. Брат, я завтра отдам. Да нормально все.
Хас, насколько ты приехал? Да ненадолго. Слушай, а ты мог бы мне Как? мобильный дать позвонить, а то у меня батарея Да, села. конечно. Спасибо. О, батарейка села. Хас, я так давно тебя знаю. Ты хороший, нормальный парень. Скажи мне, что этот мистер Пон делает рядом с тобой? Чё он чешет? Он дальше Иссыкуля никуда не ездил-то. Знаешь, мы с ним с детства вместе. И мы прошли через многое. И я его таким, как есть, люблю. Не нам с тобой его судить. Ну, тебе решать. Всех, кто еще не заснул и может полюбоваться красотой нашего города, этой прекрасной осенней ночью впереди ожидает час романтики на волнах любви. Хорошая была свадьба. Айка, такая красивая. Платье шикарное. Белое. Цвет невинности. Я тоже буду в белом ходить. Или в розовом? Нет, в розовом, как Барби. Не хочу. Ага, еще в мини-юбке и черных ботфортах, как проститутка. Ну хоть кому-то весело, сидит, хохочет. Мало им для счастья надо, сходила на свадьбу, радуется теперь. Блин, чё ж так ходовка стучит, а? Ведь просил этих баранов посмотреть. Братан, это же у тебя Мерс, чё ему будет? Как всегда, в общем. Однозначно надо что-то делать с машиной. Да и с жизнью вообще. Меньше выгадывать, больше планировать. Хотя надо по деньгам посмотреть. Может, лучше сразу всю ходовку поменять и забыть. Какая ходовка, а? Я Максу еще с прошлого года целую двушку вешу. Он скоро опять звонить начнет, наверное. Опять, блин, мне отмазки придумывать. Ну ничего, прорвемся. Долги отдают только слабые. Интересно, чё он такой никакой? Может, ему свадьба не понравилась? Ага, не понравилась. Весь вечер этих куриц полголых из балета возил. И врет самое главное. Это меня Алик попросил. Знает, что Алик его не выдаст. Вот бы, когда мужчины врали, у них вырастал нос, как у Пиноккио. И чтобы уши еще отваливались. И эти тоже. Тимурчик, Тимурчик, ты наш лучший водитель. Кобылы разукрашенные. Эх, говорила мне мама, не люби доченька красивых. Ну ничего, сегодня грех настроение портить. А вот завтра мы поговорим. Ай, нет, и завтра не получится. Интересно, что он мне подарит? Год все-таки вместе. Самый лучший год в моей жизни. Как же я его люблю. Джан, а что мы будем делать завтра? Завтра футбол по телевизору посмотрим, пиццу закажем. Что? А что, тебе не нравится? Нравится? Просто я не определилась еще, что мне больше нравится. Футбол или гребаная пицца? Джан, ты чё? Ничего. А ты что хотела? Ничего. Я хотела огромный букет алых роз и ужин в навигаторе. И это как минимум. Месячный у нее, что ли? Какая же я дура. Навоображала себе. За кого замуж выходить? За него? Сейчас. Индюк надутый. А я тут свадьба, платье. Ага, губозакаточный аппарат. Купи себе, девочка моя. Тут тоже непонятки постоянные. То нравится ей футбол смотреть, то не нравится. То без пиццы жить не может, то она от нее, оказывается, блин, толстеет. Сам виноват, надо было больше внимания уделять. Больше понимания было. Говорю же, надо что-то в этой жизни менять. Год целый на него убила. А это год моей жизни. А мне не 17, между прочим. Да, все-таки год — это не шутки. Все-таки год — это не шутки. Б. Год? Какой год? Блин, а когда я масло в последний раз менял? Как раз год и прошел. Надо срочно заехать и поменять.
Может, это не ходовка стучит. Может, это движок напрягается. Ё-моё, завтра ж год, как мы вместе. Вот она и дергается. Надо будет что-то замутить. Цветов купить, что ли? Блин, вот лажа. Надо было уже в 12 цветы подарить. Она же стопудово что-то приготовила. И как мне сейчас выкрутиться, а? Скажу, что со свадьбы забегался. Не проканает. А может, проканает? Все, с завтрашнего дня начинаю новую жизнь. Не мучу, не кручу, никому не вру. Только бы сейчас проканал. Давайте, чудеса любви. Помогайте мне. Алло. Алло, говори громче, не слышно. Где мой зонтик? Чё-то я ничего не понял. Со свадьбы? Зонтик мой где? В багажнике. Открой. Братан. Кстати, с годовщиной. Я не понял, мне в багажник зачем? Короче, ладно, я перезвоню. Любимый, спасибо тебе. Балам, сага эмне болду? Эртең менен туруп алып я. Байке бүтүрүп коюңчу бүгүн ушул ишти. Бүгүн билесизби сага кандай күн? Бүгүн бүтпөсө эртең бүтөт. Бүгүн эле бүтүрүп коюңчу байке. Алып балам. Өзүм эле бүтүрүп салам. Бар, кийине кой. Рахмат. Обычно целью покупки дериватива является не получение базового актива, а хеджирование ценного или валютного риска во времени.
Да, мам, проснулся. Ничего, с голосом охрип чуть-чуть. Да не сплю я уже. Да, мам, я помню, в 9:30 я не опоздаю, мам. Мам, я знаю, что к этому надо отнестись серьезно, потому что тысячи ребят мечтают об этой должности, и они готовы полжизни отдать за нее, а мне она досталась даром, потому что Айбек Байке попросил за меня. И теперь нельзя его позорить. И даже помню почему. Потому что если бы не Айбек Байке, то мы бы 20 лет назад умерли с голоду. Ладно, пока, мам. Проанализировав тенденции, я считаю, что наиболее рентабельными сферами вложения капитала для иностранных инвесторов являются промышленность республики, финансовые институты и строительство. Очень важно знать, что поток инвестиций в нашу страну. Финансовые потоки, проходящие через банки, сказываются на развитии. Ахмад Байке. Нет, брат. Теперь я организовываю транзакции. Очень крупные транзакции, с очень крупными деньгами. Если орел, попрошу зарплату в баксах. Если решка, попрошу в евро. Пофиг, в сомах буду получать. В твоих динамиках по-прежнему голос Алексея Калинина. Всем привет, это Лав Радио твоей мечты. И даже синоптики не испортят нам с тобой настроение. А все потому, что день сегодня будет классный. По-любому все будет офигенно. Во сне мелодраме мы дружим домами. Во сне катастрофе мы братья по крови. Стреляем их морем брови, но всех побеждаем вскоре. Листаю твою жизнь фотоальбомами, где между общими знакомыми лежат напоминая о тебе. Мечтают звезды всех боевиков, меняя миллионы на твою любовь, что обрастает легендами, часами, километрами. Тело смешается с запахом лета, запоминая мелодию эту в закрученных кинолентах. Мы станем одним сюжетом, где счастливый конец, но нам этого мало. Все кончится между народным скандалом, потрачены капиталы на все, о чем мы мечтали. Листаю твою жизнь фотоальбомами, где между общими знакомыми лежат напоминая о тебе. Мечтают звезды всех боевиков, меняя миллионы на твою любовь. Ну чё, красавица, вместе работать будем? Может, будем, может, нет. Будем. Будем кофе пить в промежутках между работой, после работы, до работы. Откуда у вас такой уверенности? Насчет кофе? Насчет работы. Уверенность — моя кредо по жизни, детка. Рената, пригласите Байназарова. Это вас.
Салам алейкум. Присаживайся. Ну чё, как дела у тебя? Хорошо. Как там Айбек, мой друг? О, отлично, как всегда. Жениться не собираешься? О, нет. Алик, надеюсь, ты понимаешь, мы объявили конкурс по всем этим позициям. Угу. Айбек немножко поздновато обратился. Поэтому приступить сразу не получится, надо будет дождаться 1 числа. Это, во-первых, условия конкурса, во-вторых, мы уже все-таки провели 2 отборочных тура, и надо будет доинтервьюировать тех, кто уже прошел по некоторым позициям, включая твою, чтобы это не выглядело так, что как будто мы остановились на полпути. Чё, большой был конкурс? По данным последнего тура было 20 человек на место. Сейчас от 2 до 5. На твою позицию 2. Ты и еще один молодой парень. Ясно. Тогда до 1 числа я гуляю? Гуляй, только не слишком бурно. Да, кстати, тебе там надо приготовить кое-какие документы. Рената тебе сейчас подскажет. Хорошо, до свидания. Ага. Рената, пригласите ко мне Кенинбаева. Самат, проходите, пожалуйста. Ага, спасибо. Мой конкурент пошел. Я бы на вашем месте так не улыбалась. Очень серьезный конкурент. Да ну? Ну да. А ну? Самат Кенинбаев, 25 лет, женат. Есть сын 1,5 года. Родом из Нарына. Самый высокий показатель по итогам 1-го тура, самый высокий показатель по итогам 2-го тура. Дай мне догадаться, самый высокий показатель по итогам 3-го тура. Нет, 3-го тура не было, но были деловые игры. И там тоже самый высокий показатель. Очень умный парень. А на меня такая справочка имеется? Конечно. Ну-ка, Алик Байназаров, 24 года. Не женат. Детей нет. Насколько ему самому известно, нет. Не был на 1-м туре, не проходил 2-й. На деловых играх не присутствовал. Кто же он, Алик Байназаров? Так кто же он такой? Мой бывший конкурент. Работу, пожалуйста. Спасибо. Запомни, Гоша, все мужики по-любому кобели. Только одни из них, как псы, готовы с любой сучкой, а другие, как волки. Либо один, либо с одной волчицей на всю жизнь. Только где его найти, волка, когда кругом одни шакалы? Запомнил? Угу. Сына, куда ты пропал? Пойдем. Привет, любимый город. С вами Куда рубрика идёт? «Всё ни о чем» и я... Давай еще раз. Да. Привет, любимый город. С вами рубрика «Всё ни о чем» и я, ее бессменная ведущая Виктория Залевская. Лето в столице, как всегда, жаркое.
Асфальт плавится, мозги ну просто кипят, по рекам течет горячая вода. Ну а мы ищем ответы на горячие вопросы. Судя по статистике, у среднего жителя нашего города в возрасте от 18 до 25 лет бывает от 3 до 7 серьезных и длительных отношений. Как же из такого многообразия выбрать идеального партнера для создания счастливой и благополучной семьи? Существует ли счастливый брак и что это вообще такое? Мы узнаем сегодня. Все, сняли. Давай искать пары. Все, давай. Можно задать вам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы женаты? А чё? Мы снимаем передачу о том, что такое идеальная супружеская пара. А, да это просто. Это когда она тратит все твои деньги, которые ты зарабатываешь. Она тратит на свои цацки, на сапоги, на шубы, на всякую там штукатурку типа французскую за 100 бачей, которая на базаре 40 сом стоит. На сарафаны, которых и так уже в шкафу 200 штук. На босоножки вон. Вот что братец тебя ждет. Чего смотришь? Мороженое хочешь? Хочу. Извините, пожалуйста, можно вам задать вопрос? Да. А вы женаты? Да. А что для вас счастливый брак? Ой, для нас счастливый брак это когда... Я вам сейчас как раз расскажу, что такое счастливый брак. Дай-ка я отойду. Счастливый брак, девушка, это когда пашешь с утра до ночи, как лошадь. Вы понимаете, как лошадь. А мой муж, видите ли, устает, приходит ложиться на диван, смотрит телевизор. И, в общем, вот вся прелесть супружеской жизни, девушка. И так что вы не торопитесь с этим делом, ладно? Может быть и... Эркин, куда ты пошел? Подожди, я же люблю тебя. Ладно, все, давай дальше. Не могли бы вы ответить на наш вопрос? Не. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно вам задать вопрос? Да, а по какому поводу? Вы женаты? Подожди-ка, постой-ка, там родная. Да, а что вас именно интересует? Ну, что для вас идеальный брак? А можно я? Да, передам привет сперва своей жене. Фатима, привет! Солнечного Кыргызстана. Салам алейкум, братья. Ахмед, Мага, Шурик, салам алейкум. Отец, я тебя уважаю. Ну все, девушка, наверное. Возьми, красотка. Спасибо. Ну что застыла? Пойдем. Слышишь? Ты это потом вырежи ее, а? Чтоб никто не видел. Извините, пожалуйста, можно вам задать вопрос? Ой. Они идут. Побежали. Здравствуйте. Я вас поздравляю. Можно вам задать вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, что для вас идеальный брак? Ну, даже не знаю. Ну, идеальный брак. Это, наверное, когда... Это когда он заботится обо мне. Когда угадывает мои желания. Когда с ней сбываются мечты. Когда она проникает в мое подсознание. Когда она целует в губы нежно, люблю я обнимать ее за плечи. Когда рука в руке идем мы под дождем и прячемся от капель под одним зонтом. Подушку любим на твоих делить и до рассвета о любви с ним говорить. Когда на утро солнце греет город мой, он нежно шепчет мне: родная, я с тобой. Я с тобой, словно луна и звезды на небосводе. Я с тобой.
всегда, буду всегда. Когда ее со мною нету рядом, когда она вдали, я задыхаюсь. Всегда пытаюсь быть с ней на одной волне, и знаю, нет ее прекрасней на земле. Я в наших детях вижу все его черты. Я знаю, он исполнит все мои мечты. А если он вдали, мне сложно без него. Но несмотря на все, я знаю, он со мной. Я с тобой, словно луна и звезды на небосводе. Я с тобой буду всегда, буду всегда. С тобою всегда. Я с тобой, словно луна и звезды на небосводе. Я с тобой буду всегда, буду всегда. Я с тобой, словно луна и звезды на небосводе. Я с тобой буду всегда, буду всегда. С тобою всегда, буду всегда. Есть. Буду всегда. Как-то так. Поздравляю вас еще раз. Спасибо. Папа, папа, папа! Это ваши детки? Да. Привет, зайка. Здорово. А у вас сегодня свадьба? Сегодня. И? Ну? У нас розовая свадьба. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Ну что скажешь, друзья, Бишкек — это город, где можно ожидать все, что угодно. Здесь бывает и град в июле, и жара в январе, ну и даже встречаются адекватные семьи. Смотрите нас в любую погоду и при любых обстоятельствах. Рубрика «Все ни о чем» даст ответ на любой вопрос. «30 секунд до эфира. Все по местам, Бермет». Ну давай быстрее уже, Бермет. Простите, извините, прошу прощения. Ничего страшного, Я бывает. сейчас, я Главное, быстро. не паниковать. 3, 2, 1. Мы в эфире. Уважаемые телезрители, мы рады приветствовать вас после рекламной паузы. Я напоминаю, что на студии находится депутат Джугурку-Кенеша Батыр Арканов. Здравствуйте. Здравствуйте. Батыр, ну как вам, что скажете про репортаж? Приятно видеть, что у нас в городе счастливые семейные пары. Несомненно. Но у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, Давай, говорите, включай. пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Меня Рита зовут. Я считаю, что все мужики козлы. Вот так вот. Рита, наверное, делает выводы из опыта. А мне остается только надеяться, что моя супруга так не думает. Да, и более того, я хотел бы Рите пожелать найти достойного мужчину, чтобы он не доказал обратное. Спасибо. Батыр, вы же родились и выросли в Бишкеке. Скажите, вы любите наш город? Я очень люблю свой город. Ну а за что конкретно? За атмосферу, за его бульвары. Одна держинка чего только стоит. За воспоминания, связанные с его зданиями и улицами. У этого города есть душа. Он всегда рад своим детям, которые возвращаются издалека. Независимо от того, как долго их здесь не было и как надолго они приехали. Это родной город, и этим все сказано. Молодец, да? Мужик, да? Уважаю. Вы так рассказываете, что аж на слезу пробивает. А у нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Батыр Галспекович, вы в последнее время очень сильно критикуете некоторых высокопоставленных чиновников. Вы не боитесь? Только давайте поближе к реалиям. Все чего-то боятся. Но это не повод отступать от намеченной цели. Кстати, а какие ваши цели в кыргызской политике? Я хочу оставаться честным перед собой. Перед своими близкими, перед своим народом.
Но многие считают, что это невозможно. Я хочу это проверить. Ну неужели вас ни разу не пытались ни запугать, ни купить? Пытались, честно сказать. Ну и что, получается? Купить меня, да не получится. Ну а запугать? У всех есть свой предел. Но до моего предела и пугать, и пугать. Ну, почему? Ну вот, например, сейчас вот буквально недавно мне на руки попали кое-какие факты по одному интересному делу. Завод пытаются распродать, что называется, на запчасти. Ну, это, наверное, Стрельниковский завод. Да, он самый. И вы не представляете себе, Юль, сколько уже я угроз и предупреждений получил свой адрес. Ну и вам не страшно? Страшно? А что делать? Что ж, спасибо большое, Батыр. Было очень приятно с вами побеседовать. И мне спасибо, приятно. что пришли к нам пообщаться. Спасибо вам. Всего доброго. Уважаемые телезрители, хочу вам напомнить, что на студии был Батыр Арканов, политик, чей рейтинг среди населения держится на рекордно высоком уровне рекордно долгое время. Чем не перестает удивлять политических экспертов как в нашей стране, так и за рубежом. Трясет, Батыр Калузбекович? Может, того Мерса из гаража стоит к рукам прибрать? Тогда трясти не будет. Дядя Сереж, дороги надо строить. Тогда трясти не будет. Не мог сразу сказать, воду мутишь. Теперь иди все исправь. Твой текст. Зачитаешь как есть. И никаких лирических отступлений. Да, и купи себе нормальную машину. Макс, мне нужна твоя помощь. А я что здесь делаю? Сегодня вечером я решил обнародовать все имена и документы. Я смотрю, ты совсем с катушек слетел. Какие имена? Какие документы? Поможешь мне пробить прямой эфир? Ты вообще меня слушаешь? Герой решил поиграть. Сам знаешь, как у нас с героями поступают. В лучшем случае покойник, а в худшем овощ на всю жизнь. Это неправильно, я не могу так. Ну что за детский лепет? С волками жить, по волчьи выть. Ты сам подписывал заключение. Завода скоро не будет. Его распродадут по кусочкам. Все, точка. У тебя есть доля в этом деле. Либо ты можешь устроить себе сладкую жизнь, либо сам знаешь, что. Вот слушай, давай чемпионат по шахматам устроим среди школьников. Чемпиона отправим за рубеж на учебу. Какие шахматы? Лучше построй себе борцовский клуб или качалку на малой родине. Хотя бы будут собственные боевики. Интересно, мы заставим то время, когда кто-нибудь из нас станет чемпионом мира по шахматам? Батыр, послушай. Ты мне не просто клиент. Мы с тобой вместе через многое прошли. Я за тебя беспокоюсь, а ты мне про какие-то шахматы. У тебя же нет ресурсов, чтобы пойти против них. У тебя нет ни гроша, чтобы за тобой люди пошли. Ты даже 100 на митинги вытащить не сможешь. Я все тщательно обдумал и знаю, на что иду. Именно поэтому прошу тебя организовать мне прямой эфир. Это моя последняя просьба к тебе. Макс, привет! О, привет. Как дела? Здравствуйте. Познакомьтесь. Здравствуйте. Аида. Очень приятно. Главный редактор мужского интеллектуального журнала Number One Magazine. Может, присядем? Пожалуйста. Спасибо. Кстати, можно организовать беседу с вами в моем журнале? В каком? Number One Magazine. Это лучший журнал в Кыргызстане. И я думаю, что это будет хорошая площадка для того, чтобы заставить людей говорить о вас. Качественный журнал. Хорошо, я согласен. Вы можете прийти сегодня после прямого эфира. Спасибо большое. Я очень извиняюсь, тороплюсь. Было приятно с вами познакомиться. Взаимно. Мы обязательно увидимся. Пока, Макс. Пока. Всего доброго. Ну давай, я пошел. Да. Пока. Алло, Гуля, дай шефа. Да. Алло, шеф. Здравствуйте, как поживаете? К делу. Он уперся, денег не взял. Нужны другие методы. А ты здесь для чего?
Итак, дети мои, нам предстоит бессонная неделя. Сегодня мы начинаем хоронить Батыра Арканова. Сегодня на пресс-конференции он сделает заявление, которое похоронит всю его карьеру, которую мы так долго строили. Тебя, журналы, интернет и газеты. Но на него ничего нету. Есть фотошоп, работай. С тебя секретная переписка. Криминал? Нет, лучше найдите какую-нибудь порочную историю. Найди какую-нибудь проститутку, которая даст подробное интервью. Детали я дам позже. Ты поедешь со мной, будем почищать хвосты наверху. Составь расписание, никому не звони. Позже они сами нам позвонят. Да, кстати, на всякий случай подготовьте обон. Почему сидим? Работаем, работаем, работаем! Алло. Ну что там? Да не переживайте. Мы его так очерним, ему никто не поверит. Лучше некролог закажи. Здравствуйте, уважаемые журналисты. Не отклоняясь от сегодняшней темы, решите перейти к ней. Многие из вас наверняка уже знают о моем участии в комиссии по заводу имени Стрельникова. Завод хотят продать за гроши, хотя его реальный потенциал просто огромен. При привлечении инвестиций и создании совместного предприятия с государственной долей завод ежегодно сможет приносить сотни миллионов долларов. Завод не просто Чтобы замолчать, мне предлагали огромные суммы и высокие должности. Но торговать своей родиной я не согласен. И идти на сделку со своей совестью я не собираюсь. Я не боюсь, потому что я говорю правду. Да. Все в порядке. Уже поднимаюсь. Макс, извини, что разбудил. Организуй мне пресс-конференцию. Когда в стране водители пропускают пешеходов не потому, что боятся гаишников, а из-за уважения друг к другу. Когда молодежь заботится о пожилых людях, помогая хотя бы перейти дорогу и уступает место маршрутке. Когда есть люди, которые в трудные для страны дни думают, как помочь согражданам, а не как нажиться на чужой беде. Когда у меня есть единомышленники, которые верят в такие ценности, как семья, дружба, достоинство, Родина и любовь. Я все больше верю в то, что у нашей страны есть будущее, что эта страна однажды станет страной счастливых людей. И ответственность за это лежит на каждом из нас. Слушай, бывает же такое. Это сколько лет вы не виделись? 5 лет. 5 лет? Опять встретились и вспыхнуло? Вспыхнуло. Аж до сих пор обжигает. А чё с лицом? Радуйся, любовь пришла в твою жизнь. Да он улетает. Как улетает? Опять? Надолго? Нет, ненадолго. Но он и в тот раз ненадолго уезжал. Слушай, подруга, ты прям сама не своя. Да я, честно говоря, только об этом постоянно и думаю. Думаю, как он там в аэропорту. А вдруг я его больше никогда не увижу. А, ерунда. Понятное дело, ерунда. А мне с этим что делать?
А когда рейс? Через час. А почему ты еще здесь? Как ты это себе представляешь? У нас что, школьный роман? Привет, я приехала сделать тебе сюрприз. Ну, хоть даже и так. Ты себе в зеркало видела? У тебя глаза горят, как у 8-классницы. Алло, девушка, можно такси в аэропорт? Все, проходите. Рейс закрыли? А это на Стамбул? Да. Вы на рейс опоздали. А все прошли уже? Да, все прошли. Спасибо. Привет. Привет. Ты чего не спишь? Да что-то не спится. А ты уже все прошел? Да, уже скоро посадка. Так не хочется, чтобы ты уезжал. Я ж всего на неделю. Даже на неделю. И мне. Знаешь, все как-то так получилось. Как-то непонятно? Как-то стремительно. Я тебя столько лет уже не видела, и тут никогда не думала, что так бывает. А так бывает? Теперь знаешь, что бывает. Что еще знаешь? Знаю, что ничего о тебе не знаю. А что хочешь знать? Все хочу знать. Ничего не хочу знать. Кроме того, что все, что было, было не просто так. То, что было, это всего лишь начало. Не говори так. Ты ведь не знаешь будущего. Я знаю настоящее. Знаешь, что спустя столько лет я нашел тебя. Это все пафос. Это все правда. Почему ты молчишь? Я не знаю. Ты плачешь? Я не знаю, от счастья или от грусти. От грусти? Глупенькая. Даже когда я буду в Стамбуле, я все равно буду на телефоне. Я еще успею тебе надоесть. Ты самый лучший. Ты самый лучший. Где ты был все эти годы? Их как бы и не было. Я понял, что без тебя ничто не имеет смысла. Я люблю тебя. А я тебя. Папа, пора уже, пойдем. Это что? Тут шумно, дети. Я позже позвоню, напишу. Да, Руслан Кайрбекович? Да, я улетаю. Хорошо. Здравствуйте. Ну, не хотят сами ничего делать. Девушка, вам здесь нельзя находиться. Девушка, вам здесь нельзя находиться. Знаю. Алло, ты что, тупая? Тебе русским языком говорят здесь начинают. Да, я тупая. Слышь, с тобой все в порядке? В полном. Ну что, успела? Успела. Проводила? Отпустила. В смысле? Без смысла. Ну так а он что? Любит. Да ты что? А ты? И я люблю. Что? Не слышно. Алло? Потому и отпустила.
Алло. Да, скоро буду. Привет. Привет. Тебя как зовут? Айка, а что? Ты меня не помнишь? Нет, что-то не припомню. Мы же в Азамат-Абаке были этим летом в Джанате на Тое. Вероятность того, что у любой Айки есть Азамат-Байке, 8 к 10. Нет, честно, что-то не припомню тебя. Ну ладно. В любом случае, был рад видеть тебя. Раз, два, три. Подожди! Идем, Марта, вот это. Я ловлю взгляд и ставлю все на кон. Она идет прямиком на съем. Идет одна, идут вдвоем. Прямиком ко мне, прямиком на съем. Теперь я точно знаю. Ты моя судьба. Благодаря Азамату Байке. Наконец-то мы встретились. Я так скучала. У тебя постоянно дела? Все эти дни я думала, что мы уже не увидимся. На какой-то момент мне показалось, что это всего лишь флирт. Знаешь, но сквозь твою сдержанность я увидела искренние чувства. Наше знакомство с тобой было таким романтичным. Ты хоть скучал по мне? Только честно. Вот так, значит, да? Конечно, скучал. Поэтому мне уже пора.
хочу еще больше соскучиться. Слезы убери, тебе не идет. Кушай. Вот твое мороженое. Да ешь картошку сначала. Ты тоже хочешь мороженое? Все кушают? Алина, я хочу А ты даешь купаться. же? Ты же уже искупался. Сейчас мы уже домой скоро пойдем. Ты ведь доел? Да. Это тот дядя. Какой дядя? С фотографией. Что за фотография? На, кушай. Сейчас пойдем домой скоро уже. Пойдем? Опа. Из тысячи ненужных лиц узнаю отражение глаз твоих, и нежный взмах больших ресниц откроет даль для нас двоих. Я чувствую тепло твое и запах влажных от дождя волос. Рассвет заглянет тайною в окно, все, что задумано, сейчас сбылось. Может, я пока не рядом, снегом или листопадом, я найду тебя, найду тебя. Если веришь, что я слышу, с каждым вздохом я все ближе. Утренней зарей встречай меня. Надежда бьется от весны к весне, тобою заполняя день вокруг. Я возвращусь на 100 шагов во сне, дотрагиваясь взглядом губ. Я ощущаю чувство тишины, переживая откровений свет. А тень свечения звезды рисует тонко на песке твой след. Может, я пока не рядом, снегом или листопадом, я найду тебя. Это что такое? Билет, я уезжаю на 2 года. Только сейчас мне об этом говоришь? Я сама недавно об этом только узнала. А как же мы? Разве учеба важнее, чем я? Я вернусь. Ничего не получится. Почему ты не можешь просто понять и порадоваться за меня? Если тебе плевать, уезжай куда хочешь. Хочу быть вместе. Хочешь быть вместе? Тогда знай. Если ты уедешь, меня больше не будет в твоей жизни. Здрасте. Здрасте. Налить? Искали. Я падаю безмятежно, в памяти твоя нежность, в тени облаков и трепет сказанных слов, что я забыть не готов. И вновь этот пустеющий бар, виски и дым сигар, целую ночь напролет я думал только о той, что вновь врывается каждый сон. И этот город ночными огнями влечет, скрывая все то, что есть между нами. И среди смеха, среди этих красивых фигур ищу твой голос, но похоже найти не могу. Вечно с вами дамы, полны бокалы, тусы, одна лучше другой, мои смешались вкусы. Холодную кровь разогревает только музыка клубов и секс, и поцелуи без слов.
Девушка, можно? Угу. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Можно мне, пожалуйста, 400 грамм докторской? И еще? И 100 грамм улыбки? Получите. Спасибо. До свидания. На здоровье. Эй, парень. Угощайся. Просто так? Презент от магазина. 300 грамм счастья? Угу. Спасибо большое. До свидания еще раз. Пока, счастливо. Хорошо. Жалко, конечно. Спасибо. Девушка. Девушка! Не отчаивайтесь. Осторожней. Извиняюсь. Слушай, а я новый сценарий придумала. Идет парень мимо кладбища и влюбляется в душу. Я смогу сыграть душу. А у тебя получится в парне сыграть. Было бы здорово. Здорово, Нурба. Отечественный пиар набирает обороты. Да, еще какие. Слушай, что такое? Да так, типа, проект. Слушай, тут такая тема. Музыкальная, надо песню замутить для народа. Что-нибудь общее там про город. Есть песня про дубы-колдуны. А чё про дубы? Ну, они же вымирают. И припев в тему. Вспомни. А нам все равно. А нам Ладно, все как-нибудь заеду в равно. следующий раз. Keep going, keep moving, keep going, don't you stop moving, skipping and hopping and moving, don't you stop going, don't you stop moving, keep going, keep moving, keep going, don't you stop moving, skipping and hopping and moving, don't you stop going, don't you stop moving. Down here, where the walls have ears, sometimes people disappear. At night, hold on to your children tight. Those damn suits itching for a fight. What can I do? I'm sorry to tell you, they're watching you too. Don't ask questions, just get answers. Right, keep moving, don't you stop going. How strange to see things rearranged. Turn around and find it all in place. The game ends when it stops. Привет, Бишкек! За окном чудесное утро, а впереди чудесный день. С вами Love Radio, радио твоей мечты. Улыбайся чаще, Бишкек, и помни, ты самый лучший город на земле. Что случилось? А Тая случайно. Стой! Не слезай! Ты босиком. Я сейчас. Ты что туда полез, а? Я хотел рогатку найти. Мама спрятала. Вот мама придет, нам с тобой строит рогатку.
А-то о чем мы и скажем? Маме мы ей ничего не скажем. Мы новую вазу купим. Это будет наш секрет. Мужской Понял? секрет? Мужской секрет. О, все, пенсию копил. А я с Нового года копил. Да? Давай. Теперь можешь разбить. О. А где мы вазу найдем? Вазу, говоришь? Я знаю одно место. О, какая ваза! О, да, ваза очень хорошая, дорогая, древняя. Бабуль, что стоит? Ну, говорите уже, 50. Ой, 40, да? Горшок или что? Ой. Ваза у вас такая есть? А? Вот такая. Все. Ой, нет. Пошли. Вот, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, до свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Ой, ну наконец-то, здравствуйте. Ну что, приготовили? Да, конечно, как обещала, 1500. Угу, понятно. А это что такое? Это ваза. Что за ваза? Это старинная бабушкина ваза, очень ценная. Ну-ну. Хм. Сколько? 1800. Вот, пожалуйста. Спасибо. Здрасте. У вас Да. вот такая ваза есть? Ой, только что женщина купила. А сколько она стоит? Она заплатила мне 1800, но ваза стоит дороже. Вы догоните ее, Есть может перекупщики, быть? да? Да-да-да, Спасибо вы ей вам. больше Спасибо. предложите. Спасибо. Да-да-да, вон она. Видите, да? Подожди, секундочку. Тетенька, нам нужна ваша ваза. Какая ваза? Которую только что вы там купили. Больше вам ничего не надо? Так, пошли вон отсюда, мне ехать надо. Быстро, быстро. Понимаете, нам очень нужно. Это ваша ваза. Мы вам заплатим. Сколько? А сколько нужно? $100. Сколько? $100. Сейчас. Вот. Все, что у нас есть. Пожалуйста. Вот. И вот. Это что? Монеты. Суммы? Да. Детка, вон, коробка. Пожалуйста, за этой машиной. Поехали. Быстро. Что будем делать? Совершать подлог. Давай сюда. Я с тобой. Тебя нельзя. Ты еще молодой, а я свое пожил. Ты чего? Сиди здесь. Жди меня.
Что это вы тут делаете? Совершаем подлог. Гоша, Эльтик. Купите цветы. Не буду никаких цветов покупать. Тетенька, я купите не буду. цветы. Купите Не надо мне цветы. цветов. Сколько раз говорю, отойди от машины. Не видишь, я занята. Вот дает. Алло, здравствуйте. Валерий Ларионович, а у меня для вас ваза. Все, да. Все, буду у вас. Кто такой Ларионович? Это же тот дед из соседнего двора. Да? Да. Значит, за ними. Побежали. Мальчики, слушаем внимательно. Как та женщина войдет сюда, сразу тушим свет. Поняли? Потом я вот эту быстренько поменяю и сразу ноги дадим. Поняли? Да. Все, по местам. Все. Приготовились. Слушаю. Конечно, могу. Это разные вещи. Ну, конечно, найду. Это же я. Ну все, пока, на связи. Ну что было? Уплыла ваза. Блин, от мамы попадет. Ну что, пойдем домой? А тебе спасибо большое. Ладно, Вала. Пойдем. Ты Апашку сильно любил? Очень даже. Знаешь, Вала, я тебе сейчас про нашу молодость расскажу. Хорошо? А вот здесь отдохнем. А ты по ней скучаешь? Очень. Она была чудесная. Красавица. Знаешь, Балам, когда она была молодая, вот здесь... Здравия. Остановите! Остановите! Здесь нельзя, здесь гаишники. Сынок, останови, пожалуйста, нам очень нужно. Там ваза, она нам очень нужна. Ваза вазой, на Дурдой. А как нам туда попасть? А вот 4-й автобус поедет. Где мы эту вазу найдем? У вас есть ваза? Ваза? Ваза.
Хорошо, очень хорошо. Нет, ваза. Ваза. Хорошо, Нет, очень это. хорошо. Нет, ваза. Ваза, неси вазу. Ваза. Очень хорошо. Нет. Нет, ваза. Очень хорошо. Ваза. Ваза. Это Есть Джок, ваза. Брайан. Смотри, Эй, Джок! Вот это, Эй, Линху, хорош мозги делать. Отец, вот так пойдешь прямо, вон там будет контейнер справа. За ним повернешь направо. Запоминай. Там будет Тоха. Скажи, что от Бахи, брата Мухи. Он вам сделает скачуху. Прямо, да? Вон ту камку. Вот. Спасибо. Ага. Get А если мама заметит, что ваза не такая? Если присмотреться не будет, то не заметит. Давай ужин приготовим, на стол накроем. Тогда она точно забудет про вазу. Тогда точно неладное заподозрит. Лучше надо себя вести. Естественно. Садись. И хладнокровно. Понял? Угу. Всем привет. Привет, пап. Как дела? Сейчас пойдем ужинать. Пыль, что ли, вытирали? Хм. Странно. Понял, да? Я тут подумал, что сегодня в подъезде свет можно было выключить выключателем. А вообще-то да. Но из рогатки прикольней. Так, братцы, бутёк. Спасибо. Ну, я вообще восхищаюсь Перельманом, потому что гипотеза Пуанкаре, она является самой важнейшей в сфере топологии. Она дает достаточное условие того, что пространство есть трехмерная сфера. С такой точностью, вплоть до деформации. И если вот ты, например, посмотришь на исходную форму, она говорит, что всякое компактное, трехмерное, односвязное многообразие, оно, по сути, гомеоморфно трехмерной сфере. Но самое удивительное то, что вот именно доказали эту теорию только в 2002 году. Да не только теорию, вот если посмотреть в общем, общую гипотезу Тернстона. И вот для доказательства он использовал потоки Ричи с хирургии, что, я считаю, в принципе, следует плану, намеченному... Извини, пожалуйста, я сейчас вернусь. Девушка! Таким образом, мы имеем следующую формулу, которой и будем пользоваться. Итак, при повышении температуры мы... Можно? Извините, пожалуйста, вы не могли бы нам подписать, а то нас повсюду гоняют. Спасибо большое. Куценко. Так что у вас там, Куценко, повышается температура? При повышении температуры
при повышении температуры в жару тела расширяются. И хотят друг друга. Куценко, в следующий раз закончим. Хорошо. На сегодня все свободны. Здравствуйте. Как вы знаете, у нас сегодня контрольная работа. А калькулятором можно пользоваться? Можно. А транспортиром? Нужно. Тема сегодняшней контрольной работы — история Кыргызстана, 19 век. Ой, блин. Слушай, Лех, ты готовился? Дай телефон, я сфотаю. На, перелистывать будешь. Слушай, а что это были за девчонки? Какие? Ну, которые на пару заходили. А, так это со славяна девчонки, перевелись только. Что-то я их раньше не видел. Ну, объясняешь, перевелись только. Лех, ты чё? Слушай, а ты их знаешь? Ну, одну знаю, Катьку. Это которая? Это которая в шортиках. А беленькая такая в платье была? Не знаю. А чё, понравилось, что ли? Да не, очень. Да? Ну, давай Катьку попрошу, она вас познакомит. Да не, я сам как-нибудь. А так вот твой шанс. Кать! Подожди, Стёп, можно сейчас, тебя? подожди. Кать, можно тебя на минутку? Алло. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как учеба? Хорошо. Привет, девчонки. Привет. Знакомься, Камила, Ксюша. Очень приятно, и вы знакомьтесь, мой друг, Ростислав. Такое имя необыкновенное. Скажи привет. Здравствуйте. Привет. Ну, мы пошли. Убью гада. А что за Давай, ребята? Ростислав. Сам ты, Ростислав. Бакыт я. С лицом ангела. Красавица с лицом ангела. Нет. С телом богини и лицом ангела. Ты подошла и спросила меня, как дела? Приятная встреча, приятный разговор. И в этом мире только мы вдвоем. Во всем мире только мы вдвоем. Ну как я вам? Дай сюда, у меня репетиция сегодня. На, забери свой парик. Поиграть нельзя, дрожит за него, как будто золотой он. Степа! Сейчас я. Ну давай теперь о нашем, о женском. Братан, я узнал, у Ты нее чё? нет парня. Да. Но если парня нету, надо быстрее делать. Ты видел, как на нее пацаны смотрят? Да видел. Ну, как бы грамотнее замутить. Я что-то очкую. Понимаешь? Со мной первый раз такое. Я вот прям чувствую, что это она. Моя судьба. Вторая половинка, которую я так долго ждал. Мне кажется, что мы с ней родственные души. По-моему, это именно то самое. Она особенная. Лех, ты запомни, что она такой же человек, как и ты. Она просыпается в мятой постели, умывается водой из-под крана, ходит в туалет, периодически ест магазинные пельмени, а иногда даже пукает. Но к особенной подкат должен быть особенный. Давай, как учил профессор. Че, пойдем по его схеме, что ли? Да?
Первый пункт. Сбор и анализ информации. Что дальше? Выявляем проблему. Ей нужен мужчина. Как и любой женщине. Но в данном случае этот мужчина ты. Финальный пункт. Находим варианты решения. Значит, белые мишки? Именно белые. Неожиданная шоколадка? Не, Рафаэлла. Это девушка-загадка, это девушка-чудо. Ее тонкий, нежный, пронзающий взгляд. Не могу его понять. И напоследок... Шарики. Тут нужен креатив. Исчезает так же быстро, подобно ветру. Придя в себя ей вслед, я кричу постой. Она шепнув, говорит, я ищу встречи с тобой. Меня терзает вопрос, кто она? От нее веет теплом, без нее так холодно. Ночью без сна все мысли, только о ней. Снова в поисках ее везде среди огней. Все время я мечтаю в пути, по городу скитаюсь. Теперь самое главное. Знакомство. Вот тут у меня вообще вариантов нет. У меня есть вариант. Нужно подойти и познакомиться. Запарил, я же серьезно. Ну это ж не сложно. А для меня сложно. Ладно. Давай. Что давать? Знакомься? Ну, как будто я это она, а ты это ты. Боже упаси, хорош, запарил. Не, неубедительно. Ладно. Аленка! А, Можно тебя? вот так всегда. Наша профессиональная Ладно, давай актриса увидимся. из Погорелого театра. Сейчас договоришься у меня. Шучу, вот сюда вставай. Вот так, стой, Лех, вставай. Что такое? Все, давай, знакомься. Он сейчас будет с тобой знакомиться. Не, она темненькая, я так не могу. Ксюша светленькая. Ладно. Хочешь светленькую? Сейчас будет тебе светленькая. Опа. Давай, начинай. Блин, она на меня смотрит, я смущаюсь. Прикинь, Ксюша на меня будет смотреть. Ладно. Будешь тогда сзади к ней подходить. Давай. Лёша. Привет. О. Тихо, тихо, тихо. Это пока что моя девушка. Давай. Руку не оторви. Эй, иди отсюда. Пойдем. Ой, девушка, здрасте, я нечаянно мимо пробегал, давайте познакомимся. Ну. Вуаля. Подошел, подарил и увел. Вот так это делается. Все, Леха, ты готов. Да. Короче, Леха, главная уверенность в походке. И выдержка. Значит, девушки это зло. Нереальное причем. Докажи. Давай. Ну-ка. Ну смотри. Всем известно, что девушки требуют времени и денег. Слышала поговорку «время – деньги»? Значит, девушки – это деньги и деньги. Еще говорят, что деньги – это корень зла. Соответственно, девушки – это корень из зла в квадрате, а значит, абсолютное зло. Девушки – это абсолютное зло. Это ж с интернета. Ну я не претендую ни на что. А я думала, ты умнее. Ну чё, поехали? Ну чё там, мальчика нашего не видно тут? Нет, мальчика нет, зато есть Лёшина девочка. Где? Сейчас я ему позвоню. Алло, Лёх, мы в Буде? Тут, походу, твоя красавица сидит. Подъезжай. Ага, давай. Чё, будем Лёху ждать? Ну да. Ну давай, что делать с тобой будем? Самолетики? Хорошо. Ну давай.
Привет. Ну чё, как я вам? О, да ну ничего нафиг. себе. Не, это прогресс. Ну чё, Ромео, готов? Давай делай. Блин, они с подружками сидят. Ну завтра в универе попробую одну ее выцепить. Короче, Лёша, если ты сейчас не пойдешь, я сама к ней пойду и начну кричать: Лёша любит Ксюшу, Лёша любит Рот Ксюшу. запарил, ну услышит же. Чё ты? Ну и чё, ты просто так пришел, получается? Да блин, там... Это же опять получается, как идиот, буду говорить, что это все будут на меня пялиться, как на придурка. Ну отзови ее. Хочешь, я ее позову? Не, давай лучше завтра, сам. И какой завтра? Сегодня, Лех. Лёша, я не шучу. Леш, она не шутит. Чё как дети, отстаньте. Смотри, уходят же. Лех, Да уходит. ты чё, не мужик, что ли? Лёха, давай. Иди. С телом богини и лицом ангела ты подошла и спросила меня, как дела? Ответный вопрос и приятный разговор. Ощущение, что в этом мире Только мы вдвоем. с телом богини и лицом ангела ты подошла и спросила меня, как дела? Ответный вопрос и приятный разговор. Ощущение, Да что мы в этом тут мире... будет посидели, тут вариантов вообще нет. Ага, все с тёлками сидят. Но мы сейчас клубас рванем. Да заткнись ты. Может быть, каких-нибудь лохов цепанем, раскатаем, побухаем, а там как пойдет. Может быть, у них до утра останемся. Но если ничего не найдем, то к тебе приедем. Дунем, потрещим да спать. Ха-ха. Ну давай. Что-то я замутила это все, а теперь жалею. Да ладно, не жалей, сам виноват, что застенчивый такой. Хотела проверить, вот и проверила. Кажется, я перегнула. А ты что сказала? Лохов цепанем, хапнем да спать и еще всякую фигню. Ну, может, тогда я немножко перегнула. Нифига себе, немножко. Как думаете, он все слышал? Судя по лицу, слышал все, и ничего он не застенчивый. Ему просто такие не нравятся. Ему просто хорошая девочка нужна. И совсем не то ему нужно, на что ты его проверяла. По нему же сразу видно. Где ты раньше была? А я всегда была против этой затеи. Да ладно, сделано уже. Теперь-то что? Да встретишь его в универе, объяснишь все. Какой универ? Сейчас звони. Так у меня его номера нет. Это не проблема. Ты что, поверил? Я же пошутила. Бишкек
Это город, где у каждого своя история. Здесь мы влюбляемся и строим семьи. И для кого-то это целая новая жизнь. Здесь мы открываем себя чему-то новому, побеждая прошлое. Ведь будущее строится в настоящем. Здесь бывают моменты, которые показывают, кто мы есть на самом деле. И ситуации, которые показывают, как то, что кажется поражением, может оказаться победой. Мы мужественно переносим испытания. И превращаем обычные мелочи в веселые приключения. А когда осознаем, что поступили опрометчиво, важно помнить, что, может быть, еще не поздно все исправить. И пусть огни этого города не слепят нас своим ярким светом, а просто освещают улицы. Главное, что все его жители, все мы, просыпаясь утром и проживая день, вечером ложимся спать немного другими. Ведь все мы чему-то учимся. Да чтоб я мужикам еще раз поверила. Ну, или почти все. Когда иду по улицам твоим, родной Бишкек мой милый Фрунзе, я думаю о том, как ты любим десяткам поколений, видавшим виды твоих улиц. Когда гуляю с девушкой своей, я по Дзержинке, в местах, где вырос. Я думаю о том, как Богом ты любим, родной мой город, сколько трудностей ты вынес, Богом хранимый, сколько трудностей ты вынес. И когда по ликам твоим дождик капает, кап-кап-кап, и я слышу твой голос внутри, он зовет и манит меня, и я снова спешу к тебе, мой любимый, мой родной, и от сердца кричу: я люблю тебя, город мой. Когда гуляю в других городах, твои бульвары я вспоминаю. Нигде на свете больше никогда воздух так жадно я не вдыхаю. Ты подарил мне первую любовь и настоящих друзей объятия, и первый поцелуй, и расставание боль. Ты научил ценить моменты счастья, ты научил ценить моменты счастья. И когда по ликам твоим дождик капает, кап-кап-кап, и я слышу твой голос внутри, он зовет и манит меня, и
Я снова спешу к тебе, мой любимый, мой родной. И от сердца кричу: я люблю тебя, город мой. Когда по векам твоим дождик капает, кап-кап-кап, и я слышу твой голос внутри, он зовет и манит меня. И я снова спешу к тебе, мой любимый, мой родной. И от сердца кричу: я люблю тебя, город мой. И от сердца кричу: я люблю тебя, город мой. От души я кричу: я люблю тебя, город мой.